В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Традиционно подобные встречи с высшим руководством. Сегодня в выпуске. Поздравления с началом службы. Президент Абхазии встретился с офицерами-выпускниками военно-учебных заведений России. Ущерб может быть более масштабным. В парламенте обсудили методы борьбы с насекомыми-вредителями. В рамках инвестпрограммы ремонт участка дороги Агубиди-Тхорчал. Пограничное управление Федеральной службы безопасности России в Абхазии пополнилось молодыми офицерами. Выпускники 5 российских вузов приехали в нашу страну, чтобы встать в строй и охранять внешние границы государства на суше и на море. В Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба с выпускниками встретился президент Рауль Хаджимба. Традиционно подобные встречи с высшим руководством Абхазии начинаются с возложения венков к мемориалу погибшим в парке боевой славы. В этот раз вместе с начальником пограничного управления ФСБ России в Абхазии цветы к подножию обелиска возложили председатель СГБ, заместитель посла России в Абхазии. Затем в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба состоялась встреча выпускников с президентом Раулем Хаджимба. Открыл ее глава российского погрануправления полковник Дмитрий Юдин. Это здорово начинать с этого свою офицерскую службу. Вообще попасть в Абхазию служить я лучшего места для начала службы просто не знаю. Поэтому я рад, что ребята приехали сюда служить. Я рад вот этому формату наших встреч, который, я думаю, будет заложен надолго. Поздравляя молодых офицеров с отличным окончанием вузов, президент Рауль Хаджимба пожелал им успехов в военной службе. Вы получили современное, качественное образование. И уверен, что вы сумеете применить эти знания на практике. Для нас важно, как для молодого государства, выстраивать отношения с Российской Федерацией. Вы часть тех подразделений, которые сегодня дислоцированы в Абхазии. Наши отношения складываются достаточно на высоком уровне. И ваша задача – продолжить те традиции, которые были заложены вашими предшественниками, и уверен, вы будете в этом направлении работать. Представитель посольства России в Абхазии, в свою очередь, дал молодым офицерам напутствие. Абхазия – это не только стратегический партнер, но и большой друг России. Охраняя ее, вы помогаете своей стране, отметил дипломат. Вам предстоит служба на территории героической Абхазии. Эта страна наш союзник, стратегический союзник. Поэтому, дорогие лейтенанты, получив великолепное образование, реализуйте все свои умения, навыки на благо безопасности Абхазии. Пожелания, советы и наставления от человека, у которого за плечами 27-летний опыт службы в погранвойсках, важны для молодых офицеров. Председатель СГБ Зураб Марганя был краток и пожелал выпускникам мирной службы. Здесь пограничное управление находится с 2009 года. За это время, к сожалению, были у нас потери совместные при охране государственной границы, при уничтожении диверсионно-разведывательных групп противника. Мне бы что хотелось, чтобы на вашу долю не было такой участи, а вы спокойно охраняли государственную границу. В добрый путь, товарищи офицеры. Офицеры-выпускники поблагодарили президента Рауля Хаджимба за встречу и пообещали достойно служить. Находясь непродолжительное время на территории Республики Абхазия, мы по-настоящему оценили то дружелюбие и гостеприимство абхазского народа. Мы прибыли в Республику Абхазия с огромным желанием, ведь именно здесь нам предстоит пройти наш путь офицера. Нам предстоит перенять весь бесценный опыт старших поколений в деле охраны государственной границы, преувеличив престиж зеленой фуражки. Со своей стороны хочу сказать, что мы используем на максимум нашу возможность служить на государственной границе Республики Абхазия. Именно здесь мы сможем реализовать все те знания, которые приобрели за годы обучения, бросив вызов современным угрозам. Ведь пограничные органы – это передовой щит государства.
В завершении встречи не обошлось без подарков. Рауль Хаджинба преподнес букет цветов супруге одного из офицеров, которая вслед за мужем приехала в Абхазию. Также глава государства вручил выпускникам подарки на память о нашей стране. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. На одном из полигонов Центра специального назначения службы госбезопасности Абхазии прошел турнир по практической стрельбе из ручного стрелкового оружия, посвященный памяти кавалера ордена Леона подполковника Эдуарда Нерсисяна, погибшего при исполнении служебных обязанностей. На мероприятии присутствовал премьер-министр страны Беслан Барцыц. В чем соревновались бойцы элитного подразделения и кто стал победителем уже традиционного турнира, расскажет Рената Шакая. Практическая стрельба – вид стрелкового спорта, имеющий целью усвоение и выработку приемов, наиболее полно отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия. Имея боевое происхождение, этот вид спорта сильно видоизменился. Но и сегодня это наиболее прикладной вид практической стрельбы во многих специальных подразделениях. Соревнование на полигоне ЦСН состояло из нескольких отдельных упражнений, которые сотрудники силовых структур страны, представители погрануправления России в Абхазии, 7-я российская военная база проходили последовательно от одного к другому. Каждое упражнение включало в себя стрелковое задание, моделирующее потенциально возможную ситуацию использования огнестрельного оружия. По структуре различают короткие и средние длинные упражнения, отличающиеся между собой максимально возможным количеством зачетных выстрелов. В турнире, посвященном памяти кавалера ордена Леона подполковника Эдуарда Нерсисян, участвовало 8 команд, по 4 человека в каждой. Проходят все 8 команд. Выделяются 4 выигравших команд. Потом после проводится дуэль 4 команд. И так определяется потом команда, которая занимает первое место. Призовой фонд – это переходящий кубок. Такие турниры проводятся для того, чтобы повысить профессиональный уровень наших сотрудников, также сотрудников всех других подразделений, которые принимают участие. Премьер-министр Беслан Барцыц, наблюдавший за турниром, отметил, что подобного рода турниры показывают уровень подготовки всех силовых структур. Знаете, этот турнир, который сегодня проходит, он имеет, наверное, 2 значения. Во-первых, конечно же, прежде всего, это уровень подготовки наших спецподразделений, представительных правоохранительных структур. А второй вопрос, и главный вопрос, это то, что турнир памяти Эдуарда Нерсисяна, офицера, который сложил свою голову за Абхазию, он в спецоперации погиб, и то, что его боевые друзья, ребята из его подразделения учредили такой турнир, и эту идею поддержали и другие правоохранительные структуры, на мой взгляд, это очень важно, и память о таких ребятах, сложив свою голову, чтобы молодое поколение, которое сегодня пополняет эти подразделения, должны брать пример с таких людей, как Эдуард Нерсисян. И, безусловно, это имеет очень важное значение для боеготовности наших спецподразделений. В этой связи всегда посильную помощь руководство страны будет оказывать этому мероприятию. ЦСН – боеспособные и подготовленные подразделения. С первого дня создания Центр выполняет все поставленные перед ним задачи. Премьер-министр Беслан Барцыц высоко отметил работу подразделений и заверил в государственной поддержке. Конкретно эту структуру возложены специфические задачи. Они ежедневно несут свою службу в непростых условиях. Очень серьезные задачи на них возложены, и они справляются с этим блестяще. Работа Центра специального назначения сопряжена с высоким риском для жизни. Бывает, что многие сотрудники видят свои семьи всего несколько раз в месяц, а то и реже. Нерс, так звали Эдуарда Нерсисяна друзья. В силовых структурах Абхазии он служил с 1998 года. Ответственный, серьезный в работе. Душа компании вне ее. Те, кто знали, дружили и служили вместе с Эдуардом, только с теплотой говорят о нем сегодня. Эдуард Нерсисян стоял у истоков формирования спецслужб республики. Практически всегда был в головном дозоре. За годы службы в ЦСН участвовал в ряде спецопераций. Среди них майские события 1998 года, спецоперация в Кадурском ущелье по вытеснению банды Гилаева в 2001 году. В 2008 году участвовал в Кадурской операции. В 2015 году во время проведения совместной с ФСБ России в Галском районе спецоперации по преследованию преступников в ходе перестрелки Эдуард Нерсисян был смертельно ранен. Вместе с ним тогда погиб начальник кинологической службы погрануправления ФСБ России в Абхазии 28-летний Андрей Удальцов.
Эдуарду Нерсисяну было 37 лет. Я, когда пришел в подразделение, он уже был состоявшимся и заработавшим себе имя сотрудником, который в том числе и многим вещам меня обучал, то есть наряду с другими сотрудниками. Это был действительно человек с большой буквы, хороший специалист в своем деле, порядочный человек. Потеряв его, мы действительно потеряли очень многое. Потому что действительно многие какие-то моменты жизни, именно просто жизни внутри подразделения, этот человек делал где-то проще. То есть он умел сгладить вот эти моменты, найти слова, чтобы каждому объяснить ситуацию, объяснить, где кто прав, где кто не прав. И причем он это мог сделать так, что как бы никаких обид на него не возникало. То есть это был на самом деле человек с большой буквы. И я уверен, что до тех пор, по крайней мере, пока хоть один человек в подразделении находится из тех, кто его знает, его имя останется вписанным в историю нашего подразделения. В течение 10 часов участники турнира боролись за кубок имени Эдуарда Нерсисяна. На пути к призовым местам им предстояло пройти много этапов. Но, как и в предыдущие годы, стойкие и сильные сотрудники ЦСН не дали отвоевать переходной кубок, который на протяжении 2 предыдущих лет остается в подразделении. Рената Шакай, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Сухуме проходят репетиции торжественного прохождения подразделений Минобороны ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 30 сентября в торжественном прохождении марша примут участие более 400 военнослужащих. Это уже 3-я по счету тренировка. Генеральная репетиция запланирована на 28 сентября здесь же, в парке боевой славы. Сегодня у нас проходит 3-я тренировка к торжественному прохождению в честь 24-й годовщины со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Здесь у мемориала славы будут проходить парадные расчеты военнослужащих Министерства обороны Республики Абхазия, а также военнослужащие 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации. Все они будут принимать участие в торжественном прохождении здесь, которое состоится 30 сентября у мемориала славы. В День Победы 30 сентября акция «Бессмертный полк» пройдет во всех районах нашей республики. О том, как идет подготовка к акции, в репортаже Али Китрапш. Впервые в нашей стране акция «Бессмертный полк» состоялась год назад, на День Победы. Главной целью акции является сохранение памяти погибших, вспомнить тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести. В «Бессмертном полку» были пронесены 2200 фотографий погибших. Если в прошлом году акция состоялась только в Сухуме, то на этот раз 30 сентября «Бессмертный полк» пройдет во всех районах нашей страны. Организаторами акции выступают Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий, Государственный музей боевой славы имени Владислава Арденба и компания «А-Мобайл». Хочется призвать всех жителей Абхазии, присоединяйтесь к этой акции. Все вместе мы должны показать, что никто не забыт, ничто не забыто, что все эти герои живы в наших сердцах и в нашей памяти. В этом году в день проведения акции фотографии раздавать не будут. Родственники погибших в пунктах приема имели возможность подать заявку на печать фотографий до 20 сентября, а уже с 24 по 29 сентября они могут их получить. Но те, кто не успел забрать снимки, могут не отчаиваться. В «Бессмертном полку» фото их близких будут нести волонтеры. Ну а те, кто и вовсе не успел сделать заявку на печать фотографии, к акции могут присоединиться со снимком погибшего родственника, взятого из семейного альбома. Акция «Бессмертный полк» в районах будет проведена в удобное для них время. В Сухуме она стартует в 12:30. В городе Сухум сбор близких и родных будет проходить на набережной Махаджира возле парламента. 12:30 мы стартуем по набережной Махаджиров, затем по улице Айдегалара. Ровно в час мы проходим парк славы, где мы отдаем дань памяти погибшим у парка славы.
Далее завершается акция на площади Свободы. 30 сентября долг каждого из нас присоединиться к бессмертному полку и отдать дань памяти тем, кто пожертвовал собой ради нашего светлого будущего. Аля Катрапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Общественность Абхазии выражает беспокойство в связи с ситуацией вокруг общественного деятеля Абхазии и Адыгеи Руслана Гвашева, который после траурного молебна 21 мая был привлечен к административной ответственности судом Лазаревского района Краснодарского края. Сам Руслан Гвашев, считая несправедливым обвинение в его адрес, объявил голодовку в знак протеста. Представители общественности нашей страны совершили поездку в Лазаревское с целью поддержать Руслана Гвашева, которого в Абхазии знают как человека, много сделавшего для победы нашего народа в Отечественной войне. Президент Абхазии Рауль Хаджимба неоднократно связывался с ним по телефону, выражая Гвашеву всяческую поддержку. Об этом нам рассказал советник президента Владимир Зантария. Президент Абхазии связывался с Русланом Гвашевым. Он сказал, что ты уже, дорогой наш брат Руслан, показал, что ты не отступаешь ни перед какой несправедливостью, что ты человек принципиальный. Поэтому мы, очень беспокоясь и заботясь о твоем здоровье, хотели бы видеть у себя здесь, в Абхазии. Это такая же твоя родина, как и Шапсугия. Руслан Гвашев поблагодарил Рауля Джумковича, но на этом, конечно, разговор не закончится. Я знаю, что президент Абхазии связывался с руководителями, с очень ответственными лицами на юге России и в республиках Северного Кавказа. Он делает все возможное, чтобы вот это решение Лазаревского суда, очень несправедливое, оно чтобы было бы отменено. Мы уверены в том, что русская интеллигенция и уважаемые люди на Кавказе, на юге России, что они все поймут, что эта ситуация, не соответствующая никакому этикету и никаким правилам, что его требование будет воспринято правильно. Мы желаем ему добра, счастья, здоровья. Мы очень беспокоимся, и никто в Абхазии не может относиться равнодушно к судьбе Руслана Гвашева. В поддержку Руслана Гвашева с заявлением выступила и республиканская общественная организация ветеранов войны «Аруа». Свое мнение о ситуации, связанной с Русланом Гвашевым, высказали представители общественности в рубрике «Агуанагара», которая выйдет в эфир сразу после новостей. 2 дня в Сухуме проходила международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Сегодня в торжественной части конференции принял участие президент республики Рауль Хаджимба, который поздравил ученых с этим знаменательным событием. Второй день конференции начался с торжественной части. Как и положено в дни рождения, в адрес юбиляров звучат поздравления и вручаются подарки. Президент Рауль Хаджимба, поздравляя коллектив ИЭПИТа, отметил, что учеными института пройден славный и непростой путь, который является частью истории становления отечественной науки. На базе Сухумского обезьяньего питомника, основанного в 1927 году, в 1958 году был учрежден НИИ ИЭПИТ, ставший центром изучения приматологии, мирового значения и научной базой по борьбе с онкологическими заболеваниями. За этот период Центр выдвинул ряд крупных специалистов, кандидатов и докторов наук, профессоров, академиков, чьи глубокие исследования получили международное признание. Институт может гордиться тем, что здесь готовились обезьяны для полета в космос по программе «Бион». Здесь были созданы первые в мире модели ряда вирусов, проходили испытания новые антибиотики и лекарства. Война нанесла огромный ущерб институту. Сегодня при поддержке государства изыскиваются возможности для его полноценной деятельности. Ныне институт является одним из ведущих структурных звеньев Академии наук Абхазии. Позвольте от всей души поздравить коллектив института, его руководство, всю научную общественность республики с замечательной юбилейной датой и пожелать всем вам, дорогие наши ученые, крепкого здоровья, долголетия, новых свершений на высоком и ответственном поприще служения науке.
Институт, как и многие научные учреждения Абхазии, сегодня испытывает кадровый голод. В деле воспитания молодого поколения ученых большую работу проводит Абхазский государственный университет. Кафедра экспериментальной биологии и медицины выпустила уже более 300 специалистов. 20 из них защитили диссертации. Большинство выпускников сегодня трудятся во всех научных учреждениях республики. Инициаторами открытия кафедры в 1981 году были тогдашний директор НИИ и ИПИТ Борис Лапин и ректор Абхазского государственного университета Олеко Гварамия. Дорогой Борис Аркадьевич, мы с вами в 1981 году задумали очень хорошее дело. Была программа тактическая, но время превратило ее в стратегическую. Время, которое мы пережили, а это Отечественная война, это послевоенная разруха показала, что тогда мы на долгие годы вперед решили стратегический вопрос сохранения того института, юбилей которого мы сегодня отмечаем. Своих коллег, руководителей и сотрудников ИИПИТа пришли поздравить представители всех научных учреждений республики. Научные разработки института являются гордостью не только Абхазии. Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые в институте, внесли значительный вклад в мировую копилку медицинских и биологических достижений. Заслуги ИИПИТа и отдельных его сотрудников отмечены высокими государственными наградами. Поздравить коллектив пришли и друзья бывшего директора ИИПИТа Зураба Ардзанба, долгие годы возглавлявшего научное учреждение и сделавшего очень много для его восстановления после Отечественной войны. Российские коллеги, ученые также поздравили коллектив ИИПИТа с юбилеем. Как отмечалось в их выступлениях, благодаря сегодняшней конференции будут налажены новые связи и заключены договоры в области научного сотрудничества двух государств. В Сан-Франциско проходил мировой конгресс по геронтологии. И я, выступая от имени Европы, назвал Абхазию центром долгожительства. Таких немного мест в мире. Это прозвучало с трибуны. И поэтому наша цель приезда – это помочь вам, Михаил Иванович, продвинуть институт, ну и вообще Республику Абхазию, поднять авторитет в области науки, что крайне важно для любой страны. А это делается через публикации в мировых изданиях, чтобы было, к сожалению, вот конгресс проходил мировой, и там написано, какие страны, какие учреждения. Ну, там, к сожалению, пока еще не было вашего института и Абхазии. Но я гарантирую вам, что мы это сделаем и поможем вам максимально. Это первое. Второе. Я возглавляю базовый совет диссертационный по специальности геронтология и гериатрия в России. У нас прошло около 300 защит. И я предлагаю сотрудникам, вот Борис Аркадьевич, сотрудники у нас защищали диссертации, там 4 человек, да? И мы предлагаем вам без очереди, без всего и гарантируем прохождение в ВАКе. Я еще эксперт ВАКа. Приятным сюрпризом для всех стало решение Президиума Российской академии естественных наук о награждении НИИ и ИИПИТ почетной грамотой за разработку новых экспериментальных моделей и терапевтических средств в деле борьбы с инфекционными заболеваниями человека и избрании директора ИИПИТа Зураба Миквабия действительным членом Академии по секции на сферные знания и технологии. Вопрос распространения вредных насекомых, уничтожающих сельскохозяйственные культуры в Абхазии, а также проект создания кадастра объектов недвижимости обсудили сегодня на расширенном заседании парламентского комитета по аграрной политике, ресурсам и экологии. В Народное собрание пригласили руководителей отделов сельского хозяйства и специалистов со всех районов страны. В обсуждении приняли участие и экологи. Репортаж Нисфы Аршба. Уже не в первый раз в нашей стране обсуждают тему нашествия насекомых-вредителей. Речь идет о мраморном клопе. Насаждения орехов на 50% уже пострадали от него. Теперь под прицелом кукуруза. А еще есть цитрусовые. По всей видимости, мраморный клоп попробует уничтожить и их. Количество насекомых, поедающих сельхозкультуры в нашей стране, только увеличивается. Жара лишь способствует их росту. Специалисты подтверждают, время упущено, но это не значит, что борьбу с паразитом нужно прекращать.
помогать. Это экономически очень, значит, обременительная вещь, но если этим не заниматься, будет катастрофа. Наши сельскохозяйственные культуры под угрозой, кроме того, наши осенние культуры, это королек, хурма, все высыпалось, они поражены. Специалисты предлагают своевременно использовать препараты, которые помогут избавить культуры от насекомых. Но пока сделать это в необходимом количестве не представляется возможным, так как средства дорогостоящие, на большие объемы не хватает финансов. Также экологи предлагают оповестить население через все возможные СМИ, рассказать им о методах и средствах борьбы с вредителем. Пока, если даже время на данный момент упущено, хотя бы на следующий этап, как вы говорите, в период откладки, да, там личинок этих насекомых, чтобы мы не упустили этот момент. И всем миром как бы смогли бороться. Вот в этом направлении надо подготовить какие-то с вашей стороны, да, методики и названия этих препаратов и где их можно приобретать. Представители сельхозуправлений предложили более действенный, на их взгляд, способ оповещения населения о нашествии мраморного клопа. Это СМС-сообщение. Так информация дойдет до каждого, говорят они. У нас вот 2 сотовые компании. Можно провести СМС-оповещение. Когда вот экологи, вы же знаете прекрасно, когда одна стадия, вторая стадия чередуется. И то есть какие препараты применять и в какое время. То есть чтобы приходили эти сообщения, человек уже был готов. Понимаю, с финансовой точки зрения, конечно же, обеспечить население данными препаратами сложно, но человек хотя бы будет знать, что в это время эффективнее всего и проводить лечение с данным. Экологи объясняют, мраморный клоп пожирает плоды и листья. Фрукт или орех повреждается ими еще на стадии созревания. И как итог уменьшается количество урожая. А через год-два сельское хозяйство может лишиться большей части культур. Есть несколько методов борьбы с этим насекомым. И только химический метод сегодня мало что даст, поскольку химическим методом не везде можно пройти и сделать. В процессе обсуждения выяснилось, что химикаты, применяемые для борьбы с насекомыми, поражают сами растения и окружающую среду. И они не всегда являются действенными, утверждают специалисты. Сельское хозяйство сегодня и уничтожено, и покуплено этим мраморным клопом. Люди надеялись на орех. Мы с вами все прекрасно знаете, в чего превратился орех, и он никому не нужен. Сегодня он практически процентов на 70-80 испорченный орех. Цитрус. Сейчас мраморный клоп переходит на цитрус. Если у населения, у крестьянина не будет ореха, не будет цитруса урожая, как он будет существовать? Члены парламентского комитета предложили специалистам на местах выяснить масштабы ущерба. Это необходимо сделать, чтобы выработать план действий. Далее депутаты заслушали информацию о проекте по созданию кадастра объектов недвижимости. Парламентариев интересовало, на какой стадии находится работа и каких результатов уже удалось достичь. Руководитель проекта Давид Иродян назвал парламентариям причины, из-за которых уже некоторое время работа стоит. Первое, что такое кадастр, самое простое, это определение точного объекта. Если мы не знаем границ, если мы их просто на бумаге рисуем и рисуем, там вот здесь живет сосед, здесь живет этот, здесь дорога проходит, но если нет координат, это все, в стране нет полноценного учета. Первое, что такое кадастр, это определение границ земельных участков и положение зданий на них. Этого у нас не было. Вот для этого мы специально создали геодезическую и картографическую основу. На заседании межправкомиссии в 2014 году в ноябре было заложено официально в бюджет на 2015-2017 годы 200 миллионов рублей на, собственно, создание уже самого кадастра. Эта сумма, может быть, звучит так очень, там режет слух, на самом деле это очень-очень экономный бюджет на это мероприятие, потому что мероприятие, когда голое поле, и там нужно на нем выстроить что-то, вот город условно. Это примерно, вот для кадастра это
уместная, наверное, аналогия. Определений того, где и что строится в нашей стране, не было до данной службы. Ее главная цель – создание первого полного и достоверного источника информации обо всех объектах недвижимости в республике. Кадастр – это важнейший элемент инфраструктуры рыночной экономики. Он необходим для учета и оценки объектов недвижимости. Финансирование проекта проводилось в рамках инвестпрограммы, которая некоторое время спустя приостановилась. Мы создали эту концепцию. Эта концепция отправилась на согласование. Мы очень долго ее согласовывали, значит, до сих пор согласовываем, к сожалению. Я понимаю, что это большой документ, но который трудно за 3 дня согласовать, но мы так не делали. Мы не принесли и не сказали, что вот это нужно завтра. По-моему, там больше года достаточно для того, чтобы согласовать любой документ. Он состоит из 160 страниц, наверное, даже 1600 можно было изучить за это время. Сейчас проект на завершающей стадии. В случае возобновления специалисты обещают в течение 2 лет завершить работу и протестировать программу. Мы же видим, как бесконтрольно застраиваются наши побережья, бесконтрольно застраиваются наши города, бесконтрольно непонятно, каким образом и где люди что хотят, то и строят. В Новом Афоне, в Гагра, в Гудауте, прибрежные полосы наши застраиваются. Мир ушел вперед, а мы все топчемся на месте, мы все ищем эти карты. Нам надо уже переходить на новый этап, на новый путь развития. Поэтому и правительство, и государство должно быть заинтересовано, чтобы все-таки побыстрее установить вот то, о чем вы говорите. Когда кадастр объектов недвижимости появится в Абхазии, понадобится помощь депутатов. Парламент должен будет разработать и принять нормативные документы, которые позволят важнейшему инструменту рыночной экономики начать работать. Нисфа Аршба, Беслан Шхинджери, Абхазское телевидение. В рамках российской инвестпрограммы в Абхазии предусмотрен капитальный ремонт различных участков автодорог, в том числе и дороги Тхуарчал-Агубидия. При работе на этом участке ремонтники столкнулись со сложностями, в числе которых и оползни, что, впрочем, не помешает им выполнить намеченное. Наала Ковы расскажет подробности. На участке дороги Тхуарчал-Агубидия госкомпания «Абсныр-Гылара», «Абхаз-Автодор» и «Абхаз-Берегозащита» проводят подготовку к укладке асфальта. Это и противооползневые мероприятия, и строительство подпорных стен на 5 участках дороги, а также работы по регулировке русел рек. На данном участке автодороги существует 6 проблемных мостов. Наши специалисты в данный момент занимаются этим вопросом, и мосты в том числе будут приведены в соответствие. То есть мы все необходимые работы, которые нужны для подготовки к укладке асфальта, они будут осуществлены. Мы занимаемся этим вопросом тоже. То есть есть такие моменты, где-то подмывает опору моста, есть такие моменты, где мост находится в аварийном состоянии. Мы все эти вопросы решаем. В данный момент идут ремонтные работы на дороге, соединяющей села Бидия и Агубидия. Здесь будет проложен асфальт протяженностью в 4 километра. Дальше в сторону Тхуарчала ведутся капитальные работы по укреплению стен, прокладки труб и так далее, и так далее. На это все предусмотрено в целом по комплексной программе 60 миллионов рублей. В этом году должны освоить 30 миллионов рублей, а уже в следующем году будет проложен асфальт от центра села Агубидия до города Тхуарчал. По словам гендиректора госкомпании «Абхаз-Автодор» Бориса Ачпа, при асфальтировании данного участка дороги возникало немало трудностей. С Тхуарчала до Агубидии там очень много искусственных сооружений, трубы, подпорные стены, приходится русло реки менять. Субподрядная организация, которая работает, это «Берегозащита», она не так видится, и я так знаю, что они работают в полную меру. Ведутся работы по укреплению стен, прокладке труб, укреплению русел рек в районе трассы Агубидия-Тхуарчал. Работы будут завершены в положенный срок, то есть до конца текущего года. Наала Ковы, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В поселке Агудзыра Гулрипского района идет замена старых линий электропередачи. Ремонтные работы ведутся специалистами Черноморэнерго.
Местные жители не скрывают своей радости. Опоры давно были устаревшие. Часто, особенно в непогоду, происходили аварии, из-за чего люди надолго оставались без света. Сейчас уже установлены 3 столба, по которым будут протягивать кабели. Протяженность электропроводов на данном участке составляет около 300 метров. По просьбе жителей, само собой, они жаловались. Частое отключение, это тоже аварии приводит к тому, что они остаются без электропитания, это продукты портятся и так далее. Мы стараемся по возможности как можно быстрее завершить эту работу и подать людям нормальный свет. Есть такие слабые точки, где аварийная ситуация вообще в целом находится в очень тяжелом техническом состоянии электросеть и испытывает хронический недостаток средств, а главное специалистов на ремонтно-восстановительные работы сетей и оборудования, конечно, трансформаторов. В планах у Черноморэнерго на ближайшее время замена столбов и линий электропередачи во всех селах Булрыбского района. Все работы подразделения госкомпании Черноморэнерго проводит за собственные средства. Аманда Поня, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В Ткорчале в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы состоялось открытие православного просветительского центра. Торжественное мероприятие прошло на площади, где ранее было освящено место под строительство храма. В честь праздника иерей Абхазской православной церкви отец Далмат и отец Игорь отслужили благодарственный молебен. Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать с V века. В этот день принято ходить в церковь и выполнять разнообразные обряды для поддержания здоровья и счастья своей семьи. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии погода будет неустойчивая. В субботу ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем погода прояснится. Переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 22-27 градусов. Завершен. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.